дивиться телепрограму «Булгун» на телеканалі АТР. А хто не дивиться, тим передайте, щоб бодай наступного разу обов'язково дивилися. Тому що тут йдеться про важливі теми, і до нас в гості приходять незвичайні люди. І от один із таких людей зараз уже у студії – Олег Висоцький. Чому, крім всього іншого, я називаю його незвичайною людиною? Справа в тому, що в анонсі другого Київського оборонного і безпекового форуму він не зазначений серед почесних доповідачів. А це означає, що доповідав він не заради почесті, а у справі. І мені здалося, пане Олеже, я потім там всякі регалії ваші назву, і хто ви є за життям, професією і спеціальністю, мені здається, що ви висловили, ну як би сказати, і певний скептицизм, а може це реалізм, стосовно співробітництва України з НАТО. Мені правильно здалося? Ну, речь про НАТО не очень-то и шла. Скептицизм был по отношению к ситуации здесь, на Украине. Как раз по отношению к НАТО есть оптимизм. Я был в Брюсселе в конце года, в штаб-квартире НАТО. Мы с ним очень плотно общались с нашим представительством. С этой стороны как бы все хорошо. Здесь Про стандарти НАТО. Да, ви вели мову. Да. Та, і як нам важко до них пристосуватись. Ну да, но НАТО нам не мешает это делать. Зрозуміло. Олег Висоцький – людина, яка колись очолювала навіть Український держспоживстандарт, якщо я не помиляюся в назві цієї організації, а зараз він є засновником Ліги оборонних підприємств. І один із заснователів. Один із засновників. Людина, яка має відношення до керівництва науково-виробничим об'єднанням «Практика». А «Практика» – це броньовані машини для українських Збройних сил, для Національної гвардії, прикордонної служби і волонтерів. Причому я знаю, що значну частину цієї техніки «Практика» переобладнує за власний рахунок. Ну, я боюсь, что это не совсем корректно. Раньше, да, для волонтеров мы в 2014 году много сделали за свой счет, с помощью, потом уже подключились депутаты, с ними делали вместе, но в последнее время за госсчет. Что это несоизмеримые деньги с предприятием «Практика», значительно больше. І от сьогодні, зокрема, Олег Висоцький у своїй промові цитував деякі суми. Мені запала в пам'ять сума 900 тисяч євро. Що це за сума? Поясніть. Бронированная машина, в которой люди едут на работу, а их работа воевать, они должны с этой работы вернуться домой. Поэтому они рассчитывают, что их машина спасет во время боя и вывезет оттуда. Поэтому машина требует определенной сертификации. Например, у нас на Украине мы прошли весь комплекс госиспытаний, это 31 методика. А в методике еще несколько подметодик. Одна из них – это взрыв автомобиля. Живой автомобиль, настоящий, который приехал полностью соответствующий техзаданию, его нужно взорвать. Мы его взорвали, это было впервые на Украине за 25 лет независимости. Взорван автомобиль, присутствовало порядка 120 человек со всех силовых структур на полигоне в Нацгвардии в рамках госиспытаний. Мы, понятное дело, оплачивали какие-то деньги за это. Но когда мы решили то же самое сделать в аккредитованной лаборатории, аккредитованной на соответствие стандартам НАТО, мы обратились к нашим соседям, рассчитывая, что они будут подешевле, в Чехию. Нам ответили, конечно, приезжайте на 3 автомобилях и возьмите с собой 900 тысяч евро. Но если прибавить к этому, что надо НДС заплатить здесь, в стране, и то, что эти деньги мы можем тратить только из прибыли, государственный заказчик не принимает эту статью расходы, цифра получается существенно больше, чем та, которая вас поразила. Не 900, а больше миллиона. Чтобы взорвать одну машину. У нас в нашем предприятии порядка 10 моделей, то есть, чтобы их сертифицировать по стандартам НАТО, только по одному параметру – стойкость против взрыва – нужно заплатить вот такие ошеломляющие деньги. Понятно, что мы себе такого позволить не можем, ну и, в общем-то, никто, я думаю, на Украине себе это позволить не сможет.
А для чого вам ця сертифікація за стандартами НАТО? Ви збираєтесь постачати техніку до країн НАТО? По стандартам НАТО покупают машины во всем мире сегодня. И те люди, которых мы привыкли считать отсталыми против Украины, сегодня здорово подтянулись и требуют сертификацию в соответствии с натовским стандартом. Даже если в этой стране об этом мало что знают, она очень далеко. Я был на прошлой неделе в Гане, в Кот-д'Ивуаре и общался с руководством силовых структур. Они относятся к стандартам НАТО как обязательным. То есть если нет, как им проверить? Как они убедятся, что эта машина защитит их бойцов и граждан? Дайте документ. Поэтому это обязательно. А на Украине это еще более актуально. До той Африки пока мы доберемся. А вот на Украине в 2020 году, там разные называют даты, 19-20, потому что до 19-го, когда коалицию создавали, там прописали до 19 года перейти на стандарты. Президент озвучил до 2020 года и принято решение, что наши войска должны быть совместимы с войсками НАТО, нашим будущим союзникам. Вот у нас осталось уже меньше 3 лет для того, чтобы та техника, которой будут воевать наши бойцы, та организация структуры, которые они будут организованы, чтобы вести бой, связь, питание, все должно быть в соответствии со стандартом НАТО. Поэтому мы и задумались, как же нам получить документы. Ибо если у нас не будет документов, то по формальному признаку наша страна, не Африка, наша страна у нас и нам подобных купить ничего не сможет. Это будет нарушение. Пане Олеже, ви кажете, цим українським бійцям доведеться воювати через 3 роки, ми кажемо 19 або 20 рік. Тобто ви не передбачаєте швидкого або в осяжному майбутньому закінчення конфлікту? Ну, я не думаю, что это связано напрямую с конфликтом. Дело в том, что каждая страна готовится к войне, даже которые в ней не участвуют. Поэтому люди, которые закупают вооружение, они не обязательно воюют. Они готовятся в мирное время к возможной войне. Поэтому я не могу ничего сказать по поводу... Зрозуміло. Повернемося все ж таки до початку війни і до того, як науково-виробниче об'єднання «Практика», яке спеціалізується на броньованій техніці, якщо я неправильно вживатиму терміни, ви мене поправте, ледь не першими в країні почало постачати броньовану техніку до українських військ, волонтерам, як ми з вами вже згадали. Наскільки швидко вам вдалося це зробити? І наскільки охоче у вас брали техніку? Мы уже лет 20 делаем броневики. В основном это броневики для инкассации. Ну и некоторые машины, как мы их называем, VIP-персоны. Это джипы, легковушки для особо важных персон. Экспортировали в 12 стран. Ну и, в общем, были мирные предприятия. Никто не думал о войне. Хотя первую машину околовоенную мы представили еще президенту Ющенко. И на параде 24 августа он ездил за рулем нашей машины, я сидел рядом, все было очень так пафосно. Но потом это все забылось, никто не готовился к войне. И когда она случилась, то многие предприятия, мы не особенные в этом смысле, многие предприятия, которые занимались мирным делом, решили понемножку помогать нашей армии, которая была совсем, в общем-то, не укомплектована техникой. Учитывая наш опыт бронирования автомобилей разных, от маленьких пикапов до грузовиков для Национального банка, это 15-20 тонн общий вес машины, мы решили попытаться сделать это. А учитывая опыт экспорта, мы в Нигерии даже собирали машины, пикапы для их задач. Поэтому вот такие пикапы, которые были очень популярны в начале войны у наших волонтеров, добровольческих батальонов, мы и, в общем-то, начали понемножечку бронировать. Сделали 3 машины скорых помощи бронированных, даже не скорой помощи, это машины для эвакуации раненых. Тоже в мирное время мы имели громадный опыт. Каждая 4-я скорая помощь в нашей стране сделана нами. Поэтому мы смогли опыт по броне, опыт по скорым помощям объединить и поставить машины как волонтеры. Для волонтеров.
Ну, потом постепенно это было, наверное, порядка 15-18 единиц. Ну, а потом понимали, что кто-то должен делать и нормальную технику, боевую технику. И мы, как вы говорите, были мы не одни из первых, мы были именно первые, самые первые украинские производители, которые начали бронировать машины, начал их поставлять и, что самое важное, начал их испытывать. Вот на сегодняшний день мы, по большому счету, небольшое частное предприятие, у нас работает чуть больше 200 человек, прошли весь комплекс госпитаний как в МВД, так и в Минобороны. Мы имеем приказы и одного, и другого министра о том, что наши изделия могут закупаться для нужд вот в это время. Не просто во время АТО, а вот, для нужд армії. Ви почали роботу, коли у нас ще не було законодавчої бази, та і зараз не дуже то є, або вона суперечлива. Наскільки вам довелося долати бюрократичні різноманітні перешкоди? Тому що одна справа, я зустрічався не в прикладі з броньованою технікою, а з іншими варіантами. Так, люди готові віддати, а у них не беруть, тому що це не передбачено законом, це не передбачено якимось підзаконним актом. У вас охоче брали ці броньовані машини? Чи довелося пояснювати? Нет. То, что машины брали или берут, или хотят брать с удовольствием, это очевидно. Потому что сегодня люди, которые там в зоне АТО, они не хотят ехать в бой или в опасное место в небронированном автомобиле. И поэтому и руководство Нацгвардии, и пограничных войск, и Министерство обороны, оно бы с удовольствием брало. Но проблема даже не столько в бюрократии, как в отсутствии денег. У них особо нет денег для этого. Это все не бесплатно, и денег нет. А при бюрократии, я думаю, плачут и ноют те предприятия, которые не занимались изготовлением сертифицированной продукции ранее. Мы делали изделия для защиты людей, например, скорой помощи или машин для инкассации очень много времени. И сертификация скорой помощи – длинный и сложный процесс. У нас на Украине принято требования европейские, это стандартно много десятков страниц, как должна быть укомплектована скорая помощь, каким параметрам должно отвечать все, что внутри. Для оценки, чтобы вы понимали, 800 килограмм дополнительного оборудования в скорой помощи. То есть это уже не такси, как было раньше, когда в «Газель» посадили там 2 сиденья и тележку, и это называлось скорая помощь. Сегодняшняя скорая помощь – это 800 килограмм дополнительного оборудования. Все это должно работать, должно спасать человека и возможность доехать до больницы. Сертификация очень сложная, мы ее прошли. Поэтому, когда начались вопросы с даже не сертификацией, а испытаниями военными, да, это здорово сложнее, не в 10 раз, не на порядок. Мені дуже сподобалася табличка. Я не знаю, чи це офіційна емблема науково-виробничого об'єднання «Практика», чи жарт, написано «Практика», і там знаки від куль, наскільки я побачив. Я думаю, що це где-то хтось придумав. Так, це так придумали. Це є алюзія на те, як ви випробовуєте свої машини. Да, мы производим бронестекло сами уже много лет, очень хорошего уровня, экспортируем. И поэтому это достаточно тяжелое производство и наукоемкое производство. Поэтому, может, где-то мои сотрудники, образ стекла, защищенности показали, что после отстрелов люди живы. Якщо Олег Висоцький їздить аж у Західну Африку і веде там розмови із потенційними покупцями, це означає, що все ж таки наміри серйозні. І, очевидно, є прорахунки, які показують, я зараз не вимагатиму назвати там частку і відсоток прибутку, які показують, що торгувати броньованою технікою за кордоном вигідно. А в зв'язку з цим запитання таке. Цей оборонний форум, який сьогодні працює в Києві і завтра ще працюватиме, має іноді і приставку «інвестиційний». Наскільки, за вашою оцінкою, насправді можливо привабити інвестиції в українську оборонну промисловість зараз? Що цьому сприяє? Що цьому перешкоджає? Я не думаю, что
нашему оборонному комплексу, а сегодня мы об этом уже можем говорить, потому что наша лига подписала недели 2 назад меморандум о сотрудничестве с Укроборонпромом, подписывал его господин Романов и я со стороны лиги, что мы супер нуждаемся в инвестициях. Достаточно крепкое и их мощное государство. У нас много предприятий, которые что-то уже научились делать. Вопрос, ну хорошо, а куда продавать? Ну вот мы сделаем, и ведут инвестиции. Сегодняшнее наше предприятие загружено сейчас в 10 раз меньше, чем мы могли бы делать. Почему? Нет денег в стране, поэтому мне, например, инвестиции не нужны, кредиты не нужны. Для чого тоді проводити інвестиційний форум? Для того, вот, щоб... Такой вопрос, как сегодня я поднял, вот я настоял на своем выступлении, поэтому я не почетный выступающий. Непочесний доповідач. Да, я сказал, что есть важный вопрос, который хочу озвучить. Нужна хорошая трибуна. Речь шла о том, что если не заниматься сегодня созданием системы сертификации продукции, вот все путают слово «стандарт» и «сертификация». Понимаете? Метеорология тоже очень близкие понятия, но это две разные вещи. Так и здесь, оно очень близенько, но разное. Вот у нас нет системы сертификации. То, что он пишет стандарты, перейдут их с натовских, ничего не произойдет. Этим нужно заниматься. Я это обсуждал с многими руководителями в стране. Последняя моя встреча была с вице-премьер-министром по европейской интеграции. Она тоже была удивлена этими цифрами, как и вы удивились. Господин Бровченко, сегодня выступающий, он понимает проблему и готов приложить свои усилия, но это решение и эта задача, я думаю, должна волновать людей, ну, как минимум первого вице-премьера, ну, а так вообще-то президент должен был бы вот этот вопрос поднять на самом высоком уровне. Например, НБО, у себя в администрации этим должны... Мы, вот, Лига частных предприятий, пытаемся это инициировать, говорим, что мы в этом разбираемся, мы знаем, о чем мы говорим, мы готовы участвовать в этом, но мы сами это не потянем. Это должно быть государственное решение на самом высоком уровне, причем его нужно делать сейчас, потому что осталось... Ну пусть это будет 30-й год, 21-й, ничего не поменяется. Эти 2-3 года это крайне мало для этого. Згаданий тут Олегом Висоцьким пан Бровченко, це Юрій Бровченко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. І він сьогодні на безпековому оборонному форумі промовляв, ну, якби замість заявленого першого віце-прем'єра Степана Кубіва. А ще Олег Висоцький згадав тут прізвище президента Ющенка, послався на сьогоднішнього президента, нинішнього, а от про попереднього президента чомусь помовчує. Чи не тому, що пішов у відставку з посади голови Держспоживстандарту, коли пан Янукович прийшов до влади? От ви тоді перекваліфікувалися на промисловість, яка більше до оборонки має? Нет. Розкажіть цю історію. Что я делал в госстандарте или почему я ушел? І те, і те. Очень уважаемый мною человек Ехануров, будучи премьером, предложил мне поработать в госстандарте. Он знал меня до того и знал о том, что я на тот момент был хорошо подготовленный специалист. Я кандидат наук в области экспериментальной ядерной Вся продукция, которую выпускает практика уже 20 лет, на тот момент, ну, чуть меньше, она требует сертификации, потому что мы делали изделия, которые защищают людей, работающих с деньгами, и это мы делали оборудование для банков, защита. У нас своя была лаборатория аккредитованная. То есть я хорошо знаю этот процесс, этот предмет. Ну, я никогда не работал на госслужбе, но Ехануров понимал, что моих знаний и опыта менеджера, по идее, должно быть достаточно. И я возглавил госстандарт. Поэтому, когда Ехануров ушел, первое, что я сделал, познакомившись с новым министром, ну, он сразу увидел мое заявление об уходе. Потому что я пошел с Ехануровым, я с ним уходил. Это не связано было с личностью премьера на тот время Януковича. Що вам сказали ті, хто чув вашу промову на безпековому форумі, потім у кулуарах?
Молодець, Олег, чи чого ти туди пішов? Вони все одно тебе не слухатимуть. Ну вот Марчук, который сидел рядом, который видел меня впервые, он сказал, что очень хорошее выступление, говорит, вот ваши запомнят. А вот те, кто были другие, говорит, их даже не услышали. Чому ви вважаєте, це потрібно говорити? Ви не перший рік у цих структурах, ви самі були в державних структурах. Ви взагалі досить короткий варіант критично був, відгукуєтесь про тих, хто зараз у владі. Чому? Може так собі спокійно продовжувати випускати техніку, отримувати всякі такі прибутки за це? Та й край? Що, більше грошей хочеться? Ну, во-первых, знаете, ту тему, которую мы с вами сегодня затронули, это только маленькая часть крайне интересной темы, о которой никто из вас, журналистов, не говорит. Все вот говорят о том, что есть то, что там вот стреляют, там крайне важные вопросы поднимают, но это только одна часть состояния сегодняшнего вот военного комплекса в стране. А вот о чем-то другом пока никто не говорит. Вот я, может быть, первый сегодня заявил, а вы первый, кто решил эту тему поднять. Вот если вы этой темой займетесь поближе, ну, не на эфир, а я так, если с вами проговорю, то вы организуете здесь вот таких столов, наверное, еженедельно. И у вас будет хватать, о чем говорить с людьми. И сегодня в стране, которая воюет, эти темы крайне важны. Я не говорил сегодня ничего особо критичного по поводу тех людей, которые были в зале, потому что я знаю, как много Павловский сил и энергии, вообще всю жизнь сейчас свою дает на работу в Министерстве обороны. Йдеться про заступника міністра Да, оборони и Ігоря Павловського. я многих знал заместителей, такое впечатление, что это за вот последние годы это лучший руководитель и здорово переживающий за страну. Поэтому просто другое дело, что это не его вопрос заниматься с централизацией. Он заказчик, покупатель. Знаете, он должен купить с документами изделия. Вот вода должна быть чистая, должен быть документ, что значит, также и броневик, также спецодежда, также бронежилет. То же самое. Ви слухали там також... Да, вот я, извините, я как раз, извините, вы начали говорить о деньгах. Работать с Минобороной это совсем не прибыльное дело. Абсолютно. Это мы содержим сотрудников, мы содержим предприятия. Например, новый станок я купить не смогу за деньги, которые мы получим от Министерства обороны. Они правильно, но, может быть, чрезмерно, активно сокращают все возможные, как бы, так сказать... То есть предприятия, которые работают с Минобороны, оно зарабатывает абсолютные копейки. Абсолютные копейки. А вас зобов'язують з ними працювати? Нет. Ну как, ну, во-первых, страна воюет, знаете, вот я собрал своих сотрудников 2 года назад, сказал, вот это ваше АТО. Я говорю, ты пошел в АТО? Нет. А ты пошел? Нет. Почему не пошел? А я не умею воевать. Я говорю, вот это ты будешь здесь воевать. И мы за год создали фактически с абсолютного нуля, ну, если иметь в виду, что броневиками чуть занимались, но гражданскими, военную промышленность. Сегодня у нас военный завод. Вы, если зайдете к нам, я надеюсь, вас приглашают, придете, посмотрите, у нас стоят и БТРы, у нас стоит вооружение. То есть мы фактически военное предприятие. Мы за год сделали это. И это не моими усилиями только, это усилиями моих сотрудников. Начиная от слесаря, который работал в прошлом году, мы работали даже, по-моему, в Пасху люди выходили, на майские праздники выходили. Что я говорю, надо выполнять заказ, там кто-то может погибнуть. Выполняйте работу. А для чого вам Ліга оборонних підприємств? Гуртом і бетка легше бити? Да, звісно. Вам вдалося об'єднати більшу частину оборонних підприємств, чи ви тільки на початку шляху? Є ті, хто різко настроєний про... Лучших, я бы сказал так. Мы взяли задачу свое не количество, которые должны быть в Лиге на первом этапе. Потом, я уверен, мы объединим всех. Но сейчас мы собрали, как мне кажется, лучших в разных направлениях. Здесь не собрались люди, которые делают, условно, бронежилеты и только. Здесь собрались люди, которые... Вот бронежилеты, фирма «Темп» 3000, это лучшая фирма. По самолетам беспилотникам лучшая фирма у нас присутствует. По Укрспецтехника, одна из лучших, лучшая фирма по своему направлению.
В общем, мы собрали лучших, и благодаря общим усилиям, связям, знаниям, деньгам, в конце концов, потому что это стоит денег, мы смогли за уже 4 месяца стать достаточно известной авторитетной структурой. И мы рассчитываем, что вот мы вместе сможем достучаться до очень занятых людей в властных кабинетах, которые по разным причинам, но одно предприятие не услышат. Провокаційне запитання, коли вже мова зайшла про гроші. Наскільки гроші можуть зіграти роль у тому, що ви достукаєтеся до людей у кабінетах? Вот для Лиги это не вопрос. Знаете, вот как раз почему и Лигу создавали. Если, я сейчас вспоминаю, как Бальцерович пришел в польское правительство делать революцию. Одно из первых заявлений было: я с бизнесменами не общаюсь, только с ассоциацией бизнесменов. То есть один ко мне не заходи. Так и здесь. Когда одно предприятие говорит, вот практика, да, мы самое крепкое предприятие в нашей области, ну, это как бы очень Высоцкому что-то нужно лично. А когда я говорю от имени Лиги предприятий, то, во-первых, я согласую это с Лигой. Вот мне позвонила сегодня ваша помощница, я сказала: позвони через 5 минут. Почему? Я позвонил тем людям, с которых я уважаю, с чьим мнением считаюсь, которые вас хорошо знают, и спросил, могу ли я с Ильичиком общаться, потому что я буду общаться от Лиги. Мне дали добро. Я пошел сюда и говорю от Лиги, потому что как Лигу уже услышат. А когда я бы пригласил как руководитель практики, сегодня, знаете, все так боятся коррупции, там подозревают. Вот видите, тоже вопрос про деньги задали. А когда общаются Ви перші с Лигой... про гроші згадали. Ну, бог з ним. Так, ну як би там не було, гроші є у цьому світі. Оборонна промисловість, як і інша промисловість, в тому числі зацікавлена в отриманні доходів, прибутків, і люди не мають працювати безкоштовно, ви теж це чудово розумієте. Ваші відносини із депутатами. Тут давайте тоді питання грошей виведемо за обговорення. Наскільки ви відчуваєте, що проблеми оборонної промисловості розуміють и наскільки ними цікавляться взагалі? Крайне удивлен, что очень хорошо понимают, очень интересуются. На открытии Лиги, на нашей презентации еще в том году присутствовали депутаты. Сейчас есть депутатское объединение, которое собрали уже подписи, которые будут поддерживать вопросы, которые мы поднимаем. Не Лигу как таковую, но мы поднимаем. Есть группа депутатов, которые поддерживают конкретно Лигу. Это не один, не два человека, это много людей. И очень приятно, что люди это понимают. И очень разумно, грамотно. Ну, честно говоря, я, например, приятно удивлен. Что то, что видишь по телевизору подчас депутатов, то это беда. Вот там какие-то депутаты другие собрались. Наскільки часто Олег Висоцький сідає за кермо броньованого автомобіля? Крайне рідко. Чому? І коли це все ж таки відбувається? Когда мы делали первые машины, то первые машины все испытывал я. Мне было интересно, как она едет, как она шумит, как она качается, вес меняется, центр тяжести меняется. Но сейчас это уже серийное производство, есть наша заводская лаборатория, они проводят испытания. Наскільки часто, як Ющенко колись сідав біля вас або за кермо броньованого автомобілю, вищі українські посадовці хочуть випробувати на собі вашу продукцію? Ну, бодай на кілька хвилин. У нас в офисе на заводе есть фотографии нашей техники, наших машин, по-моему, со всеми лицами, которые имеют отношение к закупкам, к производству, к контролю. У меня есть фотография с президентом в нашей машине. Он там даже какое-то совещание проводил минут 20, потому что так получилось, что мы были в поле, и руководство нашей страны, президент сел в мою машину. Мы не ездили, но так было. Турчинов, Полторак, Алеров. Они и были у нас на заводе, и знают эту технику. То есть очень внимательно относятся, понимают, что мы делаем очень хорошую технику, важное дело. То есть...
Дякую. Олег Висоцький, один із керівників науково-виробничого об'єднання «Практика» і один з засновників Ліги оборонних підприємств України, учасник другого інвестиційного безпекового оборонного форуму, який триває у Києві, і людина, яка, я думаю, ми сьогодні, от зараз переконалися, непочесний доповідач. Дякую. А програма «Бугун» повернеться до вас після новин з Аман кримсько-татарської мови. Не перемикайте телеканал.